Привет, друзья! 10 лет назад эта сенсационная история взволновала не только Украину, но и все постсоветское пространство. Пенсионерка из Чернигова Валентина Подвербная впервые стала матерью в 65-летнем возрасте. Постепенно накал страстей утих, но многие до сих пор интересуются жизнью пожилой мамы и ее дочери, тем более, что сама старушка неадекватным поведением привлекает внимание. Валентина дважды была замужем, но детей в обоих браках не было. Старость пугала женщину одиночеством, и она решилась на крайние меры. Узнав о клинике репродукции, Подвербная выяснила расценки на искусственное оплодотворение и решила собрать необходимую сумму. В течение 7 лет женщина питалась картошкой и хлебом. После основной работы приторговывала безделицами возле остановки. Наконец деньги были накоплены, и Валентина обратилась в клинику. Врачи пролечили ее гормонами, затем провели 3 попытки искусственного оплодотворения. Третья попытка увенчалась успехом, и у Подвербной в конце февраля 2011 года в результате кесарево сечения на свет появился здоровенький младенец весом чуть более 3 килограмм. Пожилая мама назвала дочь Анна Мария. Волонтеры, помогающие семье, отмечали, что в захламленной квартире Подвербной даже не было необходимой для младенца мебели. Валентина не впускала педиатра к ребенку, не кормила малышку смесями и не использовала памперсы. Прогулки занимали 2-3 часа в любую погоду. Позже детсад девочка не посещала и ходила в одежде не по сезону. Кстати, с ровесниками дочери до сих пор общаться запрещено, поскольку они могут научить плохому. Сотрудники социальной службы несколько раз бывали у Валентины с проверками, пытались даже лишить ее родительских прав, но достаточно веских причин не находилось. Соседи жаловались на вульгарность Подвербной, но при этом не сомневались в ее любви к дочке. Одно время Валентина подозревалась в попрошайничестве с привлечением девочки, но это не подтвердилось. Необычная семья периодически принимает волонтерскую помощь в виде ремонта и новой мебели. Валентина с дочерью находится под контролем социальных служб и городских властей. В школу Анна Мария пошла вовремя. И хотя учителя опасались за девочку в плане социализации и школьной успеваемости, она прекрасно освоилась и хорошо проявила себя в учебе. Изначально Валентина собиралась находиться с дочерью в классе, но учителя отговорили ее от намерения постоянно контролировать девочку. Валентина признается в интервью, что мечтает о даче, где посадит яблоньку для Анюты, а также об избраннике, который разделит с ней заботу о дочери. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.